Сегодня мы будем разоблачать врага ислама и учить его истории и науке. В одном из своих работ по распространению лжи он начал высмеивать достижения мусульман в сфере науки. В своем стремлении состряпать сенсационное разоблачение, в кавычках, конечно, горе-историк выдает такую фразу, которая навсегда войдет в золотой фонд мировой глупости. Университетом он стал только во второй половине 20 века. 20 века, Карл. Первые университеты существовали в античности. Самый древний университет – это Болонский университет. Античность – это эпоха Древней Греции и Рима, которая закончилась в 476 году, а университет Болонии открыл свои двери в 1088 году, Средневековье. Между ними 600 лет. Карл, 600 лет. Карл. Человек, который путает средневековье с античностью, вообще не имеет права говорить об истории и науке. Наверное, я во втором варианте, чуть был бухой, поэтому бреда понес. На этом можно было вообще закончить этот ролик. Но так как наш пациент хочет себе внимания, так давайте проведем для него бесплатный исторический ликбез. Уничтожим эту безграмотную ложь и покажем, почему ненависть к исламу, помноженная на тотальное невежество, всегда превращает своего автора в абсолютное посмешище. Наверное, это наш конец. Горе-исследователь панически боится произнести один для него крайне неудобный факт. Старейшим в мире, постоянно действующим университетом, выдающий дипломы, является мусульманский университет Аль-Карауин, который основан в 859 году. Горе-исследователь, чтобы не отдать пальму первенства исламу, от страха натянул средневековье на античность и добровольно надел на себя колпак шута. Итак, действительно, Болонский университет считается старейшим в Европе, 1088 год. Мир и Европа – разница большая, Карл. Итак, установили, что Болонский университет 1088 год. Но до этого уже несколько столетий, как существовали исламские университеты. Университет, о котором он говорит, подтвержден его любимым Западом, ЮНЕСКО и рекордом Гиннесов, что является старейшим. Но если бы даже убрать этот университет, так есть университет Аль-Азхар, который основан в 970 году. Есть базовая история. Если открыть работу великого западного историка Чарльза Хаскинса, которая называется «The Rise of Universities», там написано, что университетов вообще в античности не было. Университет, понятие вот это, да, база, появилась только в средневековье. Картонная корона разоблачителя упала, и мы вновь стали свидетелями, как истина побеждает ложь.